Добрый день, уважаемые коллеги! Я учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы лицей номер 9 имени Владимира Са. Предоставляю вашему вниманию урок русской литературы в рамках обновленного содержания образования в 7 классе. Я демонстрирую урок на тему «Путешествие по басням Ивана Андреевича Крылова» с применением активных методов и приемов. На этапе урока проводится мини-исследование в форме диалога учителя и учеников. Реализуется цель слушания и говорения. Но, как вы видите, это не просто диалог, а самостоятельное исследование басен Ивана Андреевича Крылова. В ходе второго этапа учащиеся составляют постер по заданной басне. Тем самым производят анализ произведения. Благодаря интерактивным технологиям учащиеся имеют возможность работать с графическими интерактивными органайзерами, что позволяет развивать критическое мышление и коммуникацию. На третьем этапе учащимся дается задание определить басню по иллюстрации и написать телеграмму одному из героев басни. В ходе урока постоянно проводится формативное оценивание. Слова, в которых выражалось отношение баснописца к своим героям. Ударили смычки, дерут, а толку нет. Крылов выразил свое отношение тем, что не верил в то, что у них получится сыграть на инструментах. Почему он не верил? Как они обращались с инструментами? Они не могли пользоваться инструментами, и это выразил словами ударили смычки, дерут. Хорошо, молодцы. Ребята, перед вами герои басни «Квартет». На каждой партии, Ребята, перед вами герои басни «Квартет». На каждой партии. Сейчас, ребята, я хочу, чтобы вы выразили свое отношение к героям басни. Напишите, пожалуйста, характеристику каждому из героев. Работаем, ребята. Пишите. Да. Соловей какой пишем? Ага. Так, хорошо, ребята, хорошо. Так. Вот там рот открытый. Мартышка какая, ребята? Глупая, так, хорошо, молодцы. Хорошо, вы знаете басни. Я бы хотела провести с вами следующее задание. Назови басню по иллюстрации. Какая же группа лучше знает басни? Давайте же проверим. Итак, группа номер 1 для вас. Такая вот картина. Посмотрите, пожалуйста. Определите, что это за басня. Пожалуйста. Так, Это басня «Волк и ягненок». так, хорошо, молодцы. Так, вторая группа для вас. Так, пожалуйста, Петруна. Это басня «Волк на шаг». Так, хорошо, молодцы. Третья группа для вас. Так, третья группа, пожалуйста. Эта басня называется «Квартет». Квартет, хорошо, молодцы, ребята. Так, и вы получаете еще фишки свои. Так, молодцы. Идем дальше. Так, пожалуйста. Первая группа для вас. Первая группа, пожалуйста. Лебедь, щука и рак. Так, хорошо, молодцы, ребята. Следующая группа. Так. Кукушка. Так, кукушка и третья группа. Пожалуйста.
показать свои творческие способности. Так, хорошо. И сейчас мы приступим с вами к следующему. Итак, ребята, следующее задание перед вами такое. Вам называется вопрос-ответ. Вам нужно выбрать тематику, которая вам будет близка, вот, и выбрать номер вопроса. Какая группа справится, даст больше правильных ответов, та группа будет победителем. За каждый правильный ответ я буду награждать такими фишками. Итак, какая группа хочет быть первой? Ну, пожалуйста, Рамиль, группа номер 2. Я знаю басню 3. Я знаю басню 3. Посмотрим. Читай. Таких примеров много в мире. Не любит узнавать никто себя в сатире. Это зеркало и обезьяна. Так, проверим, ребята. Зеркало и обезьяна. Правильно. Так, вторая группа получает свою фишку. Так, следующие, ребята. Так, кто хочет попробовать? Пожалуйста, Лия. Кто-то говорил один. Кто так говорил? Один. Смотрим. Голубушка, как хороша, ну что за шейка, что за глазки? Так говорила лиса. Да, так говорила лиса. А кто подскажет, ребята, из какой басни? Лиса и ворона. Так, ворона и лисица. Хорошо, так, а Яна? Кто так говорил второй? Кто так говорил? 2. Пожалуйста. Не оставь меня, кум милый, дайте мне собраться с силой. Как говорил из басни Стихотворный мой. Так говорила стрекоза из басни «Стрекоза и муравей». Хорошо, ребята, молодцы. На наших постере нарисована басня «Квартет». Каждому из этих героев мы дали характеристику. То есть здесь соловей, мишка, осел, козел, мартышка. И первый у нас это соловей. Он умный, мудрый. Мудрый, потому что он дает советы. Мартышка у нас глупая, наивная, хитрая. Так, хорошо, ребята, чему учит вас эта басня? Нужно быть мастером своего дела, нельзя обращаться грубо с инструментами и уметь пользоваться. Так, хорошо. Ребята, какие пословицы можно применить к басне Крылова «Квартет»? Какие пословицы? Пожалуйста, Ангелина. Не спеши языком, спеши делом. Так, Максон. Дело мастера боится. Так, хорошо. Еще какие пословицы? Рамиль. Поспешишь, людей наспешишь. Так, вот действительно, поспешишь, людей насмешишь, да, ребята? И ничего у них из-за этого не получилось, да, ребята? Так, хорошо. Ребята, давайте же подведем выводы. В чем же мораль басен Крылова? Чему же нас учат басни Крылова? Кто мне может сказать это? Так, пожалуйста, Рамиль. Звери еще не заговорили, басня только началась, а мы, читатели, уже понимаем, что песни не будет и быть не может, так как потому что на ушку под липками собрались не просто неумельники, а самонадеянные невежды, взявшиеся явно не за свое дело. Так, хорошо. Действительно, да, собрались невежды, которые не знают, как пользоваться инструментами, и решили самостоятельно научиться играть, да, но ничего у них не получилось, да, ребята?